День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Подписано соглашение о сотрудничестве между республикой и городским округом Докучаевск. Планируется восстановить 65 объектов в этом году и 19 в 2025. Всегда очень профессионально, всегда очень по-человечески, дружелюбно, всегда с акцентом на результат, на итог. В Якутске сохраняется проблема с оплатой проезда в общественном транспорте. Мэрия города призывает пассажиров оплачивать проезд наличкой. До этого сбербанковской картой оплачивал. Сейчас нельзя. Сейчас она не принимается в автобусах. Сейчас только наличкой. В Якутии объявили начало года семьи в России и года детства в республике. Власти будут уделять первостепенное внимание укреплению института семьи. Это для нас очень важно, так как у нас большая семья, да, и мы очень этим и гордимся. В этом году в нашей республике также объявлен год детства. На этой неделе завершилось ежегодное январское совещание педагогов. Особое внимание уделили молодым специалистам с педагогическим стажем до 3 лет. Мы рады, что наряду с теми проектами, которые реализуются на федеральном уровне, национальные проекты, есть большая поддержка на региональном уровне. Супруги Федоровы привезли в Якутск огонь семейного очага «Сердце России». Из всех дальневосточных регионов особая миссия поручена Якутии. Мы очень горды, что нашу республику так ценят, относятся с трепетом и со всей теплотой. В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха и городским округом Докучаевск Донецкой Народной Республики по восстановлению объектов. В соответствии с утвержденным двухлетним планом работ планируется восстановить 65 объектов в этом году и 19 в 2025. В перечень вошли Дом культуры, школы, больница, МФЦ, спортивный комплекс и парк. В 53 жилых домах предстоит сделать косметический ремонт, отремонтировать кровли после обстрелов, а также провести работы по благоустройству. Рабочую группу по восстановлению Докучаевска возглавил постоянный представитель Якутии при президенте Андрей Федотов. Предстоит большая работа. Опыт у нас уже есть по Кировскому. И сегодня будет подписываться соглашение о взаимодействии между правительством Республики Саха-Якутия и администрацией муниципального образования городской округ Докучаевск Донецкой Народной Республики. Цель соглашения – это расширение и укрепление двухстороннего сотрудничества, в рамках которого будем совместно восстанавливать разрушенные войной жилые объекты, объекты ЖКХ, социальной инфраструктуры. Всегда очень профессионально, всегда очень по-человечески, дружелюбно, всегда с акцентом на результат, на итог. Это как раз отличительная черта наших якутских братьев. Работа офтальмологической клиники в Кировском, она известна далеко за пределами Кировского. Поэтому огромное спасибо якутским братьям. С 1 января вступила в силу часть положений, ранее утвержденных указом главы республики Айсеном Николаевым в целях поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Подробнее о комплексе реализуемых мер в сюжете наших алданских коллег. С 1 января 2024 года военнослужащие и их близкие получили права на ряд дополнительных государственных гарантий, ранее утвержденных указом главы республики Айсеном Николаевым. Так, семьи участников СВО теперь могут получать компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг и возмещение затрат на капитальный ремонт. Квитанции на предоставление компенсации в управление соцзащиты необходимо предоставлять раз в 3 месяца. Для этого нужно подать заявление через МФЦ, либо госуслуги, либо лично подать при личном обращении, подать заявление в отдел субсидий. То есть им будет предоставлена данная мера социальной поддержки. Наряду с вновь вступившими в силу положениями продолжают действовать меры поддержки, установленные ранее. Ходунки, трости, кровати с вертикализатором, противопролежневые матрасы, тренажеры, запас технических средств реабилитации на базе управления соцзащиты достаточный. При необходимости участникам специальной военной операции предоставляются бытовые приспособления и оборудование для восстановительной терапии. На базе нашего управления с прошлого года открыто такое направление, как прокат технических средств реабилитации, тоже, то есть при необходимости
Такие вещи мы тоже можем предоставить. То есть, если, например, по каким-то жизненным показаниям, либо в связи с ограничением здоровья, да, то есть возникнет такая необходимость, мы тоже как бы людей данной категории обеспечим. Наряду с предоставляемым на прокат оснащением, участники спецоперации могут рассчитывать на помощь бытового характера. На базе управления соцзащиты по Алданскому району реализуется программа долговременного ухода. При необходимости за гражданином будет закреплен социальный работник. Граждане при необходимости могут к нам обратиться, и мы на постоянной основе закрепим за ними помощника по уходу, который будет им помогать во всех во всех, скажем так, бытовых нуждах. Да. Одним из наиболее востребованных видов помощи для вернувшихся домой бойцов остается медицинская реабилитация. Курсы восстановительной терапии участники спецоперации могут пройти в оздоровительных учреждениях. За соответствующим направлением необходимо обратиться в органы соцзащиты. Мы связываемся с учреждением стационарным и, соответственно, то есть какая нужна помощь участнику специальной военной операции, мы его можем направить. То есть для него это будет абсолютно бесплатно. То есть там, в принципе, на тот срок, который понадобится для полной реабилитации, для полного восстановления жизненных функций. Поступающие в управление соцзащиты заявки рассматриваются максимально оперативно, а к каждой семье применяется индивидуальный подход. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. С поддержкой и пониманием добровольческое движение женщин-матерей Республики Тепло Рук продолжает шить и поставлять одежду бойцам в зону спецоперации. Выпускники школ 79-го года «Пламенные сердца» подарили промышленные швейные машины, чтобы облегчить процесс пошива. Подробности в сюжете Марины Захаровой. У каждого волонтера добровольческого движения «Тепло Рук» здесь есть свои обязанности. Кто-то кроит, шьет, а кто-то занимается комплектовкой посылок и следит за всем процессом. Но всех их объединяет одно – искреннее желание помочь участникам специальной военной операции. Мы должны помочь. Вот это наша как будто обязанность. Нам с души прямо вот идет. Нам хочется, чтобы дети наши там чувствовали себя, внуки, дети чувствовали себя комфортно, удобно, им было тепло. Каждая посылка укомплектовывается 10 предметами одежды, а также туда начали вкладывать письма со словами напутствия. «Тепло Рук» существует уже 1,5 года. За все это время поставив в зону специальной военной операции свыше 2500 комплектов одежды. И с каждым разом количество заказов растет. Волонтеры порой задерживаются за пошивом одежды до 10-11 часов вечера. Такая преданность своему делу многих не оставила равнодушными. Просим принять от нас в дар. И вот как благотворительное движение от наших выпускников школ. И желаем всем хорошего здоровья, семьям, благополучия. И также спасибо нашим солдатам, которые борются за мир на земле. В скором времени «Тепло Рук» организует конкурс по пошиву военной одежды. Будут 3 призовых места, а также участников ждет новая номинация «Лучший закройщик». В ней будет рассматриваться не только качество одежды, но и насколько экономичным был расход материалов. Наш конкурс посвящен именно ко Дню защитника Отечества. Ага. У нас, в общем-то, наши цели, задачи заключаются в том, чтобы, не то, что наших парней одеть, это естественно, нам нужно одевать наших парней. А вторая наша цель – укрепить наши вот эти филиалы, которые находятся в районах. У нас, в общем-то, 15 филиалов по республике. На данный момент числится 20 команд, но поскольку прием заявок на конкурс будет идти до 28 января, ожидается, что количество участников увеличится в 1,5 раза. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. 21 января в столице Якутии в результате конфликта после ножевого ранения в грудь в больницу был доставлен 26-летний мужчина. Впоследствии от полученных ранений он скончался. Подозреваемый в убийстве 18-летний молодой человек, а также его предполагаемые сообщники были задержаны региональными силами правопорядка. Следком Якутии завел уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Стоит напомнить, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет за собой уголовную ответственность. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль в Центральном аппарате ход расследования уголовного дела об убийстве уроженца Намского района. Следком Якутии предъявил уроженцу Республики Таджикистан обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса об убийстве. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
На этой неделе в республике произошло еще одно происшествие. В одном из многоквартирных домов города Томот взорвался бытовой газ. Пострадали 5 человек с травмами разной степени тяжести. Они были госпитализированы. Вопрос с размещением жителей решен, а причины произошедшего еще предстоит выяснить. Все подробности у наших коллег. Дом номер 17 по улице Кирова сейчас отключен от всех коммуникаций. Бригада рабочих в срочном порядке закрывает проемы окон и дверей, чтобы не допустить размораживания системы тепловодоснабжения. Сегодня в полдень здесь взорвался бытовой газ. Андрей Андрианов в момент трагедии находился дома. Услышал сначала свист, а потом резкий хлопок, меня откинуло. Я встал, потом слышу крик на улице, вышел на улицу. А у меня все, и балкон, и окна, все повылетало. Предположительно, взрыв газа произошел в квартире на 3-м этаже. Жильцы были экстренно эвакуированы. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Все они госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое. Они были направлены в Алдан. 3 пострадавших сейчас находятся в терапевтическом отделении Томотской больницы. В их числе сестра Аси Просак. Дома все развал, все, мебель вся упала, вся разломалась, балкон вылетел, дверь вся вылетела. Вот я продукты-то набрала, чтобы отнести. Здесь племянник зашел, и на него эта дверь, как раз взрыв был. А я стояла еще на остановке и даже не подумала. А ее увезли в больницу. Когда прогремел взрыв, Елена Дремина находилась на работе. В квартиру она вернулась только для того, чтобы взять самое необходимое. Мне позвонил сын и спрашивает: ты жива? Я говорю: в каком смысле? Я говорю: сына на работе вообще-то нахожусь. Вот так я узнала, что у нас произошло. Сейчас приехала, отпросилась с работы и приехала в администрацию. В доме 2019 года постройки также располагаются музей и многофункциональный центр «Мои документы». При визуальном осмотре помещения, в которых находятся организации, не пострадали. По некоторым данным, нарушений несущих конструкций также нет. Впрочем, все обстоятельства еще предстоит выяснить, а ущерб оценить. Завтра к нам приезжают эксперты с Якутска для того, чтобы провести экспертизу, сделать заключение, насколько произведен ущерб, да, и возможность дальнейшего восстановления. В 17-м доме по улице Кирова 24 квартиры. В них проживают 46 человек, 6 из которых дети. Главный вопрос, который не терпел отлагательства, касался размещения жильцов. Значит, для всех жителей будет предоставлено жилье у нас в общежитии с полным, обеспечением кровати, туалет, ванна, где есть покушать, приготовить. Жильцам также будет оказана помощь с транспортировкой крупногабаритных вещей. На территории дома круглосуточно будут дежурить сотрудники полиции. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Томот. Тем временем в Якутске состоялось первое заседание научно-технического совета Ленского бассейнового водного управления по безопасному пропуску весеннего половодья. Представители ведомств выступили с прогнозными данными, что вскрытие рек в регионе ожидается на 3 суток раньше обычного. Первые работы по зачернению льда начнутся с середины марта в Южной Якутии. В этом году для летне-весеннего мероприятия предусмотрено 45 миллионов рублей. На данный момент все министерства и контролирующие органы готовы предотвратить угрозу половодья. Финансовая составляющая уже зафиксирована, бюджетные проектировки все прошли. И сейчас мы уже на начальной стадии, так сказать, начала проведения данных мероприятий. И именно НТС, как первое наше мероприятие по подготовке к безопасному пропуску половодья и паводков, будет смотреть и утверждать данные схемы. Мы продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Инновации, морские деликатесы и мегапроекты будущего. На выставке «Россия» в ВДНХ состоялся День Дальнего Востока и Арктики. Сессии и экспертные дискуссии были посвящены стратегически важным регионам нашей страны. Причем президент России Владимир Путин опередил развитие макрорегиона приоритетом на весь 21 век. Чем запомнился этот день и как была представлена Якутия, узнаем из материала Максима Кардозу.
Дальний Восток и Арктика – это, конечно, колоритно, но все чаще о макрорегионе говорят как о территории, которая смело смотрит в будущее, внедряя самые передовые инновации в промышленности, сферах ЖКХ, образования и логистики. Дальний Восток и Арктика сегодня не только приоритет, но и локомотив страны в целом. Символично, что первая поездка года Владимира Владимировича Путина, нашего президента, была в дальневосточный арктический регион, на Чукотку. И сегодня одним из первых мероприятий отраслевых дней выставки «Россия» – это, да, есть такая отрасль развития Дальнего Востока и Арктики. Мы посчитали, что самое важное, что мы можем показать, это тех людей, которые занимаются этой работой. В этот день на разных площадках форума были представлены проекты, которыми гордится Дальний Восток и Арктика, и многие из них были реализованы в Якутии. Это и газификация сел, развитие транспортной инфраструктуры. Особого внимания заслуживает модернизация системы здравоохранения. На площадке выставки «Россия» был представлен и мастер-план Нерюнгри, в котором ставка делается также на медицину. По Нерюнгри у нас главная задача – это наряду с созданием новых общественных пространств города, это полностью создание новой системы здравоохранения. Система здравоохранения, там, здания и так далее, все пришло в очень плохое состояние. И мы, конечно, должны сделать все, чтобы в южной столице нашей республики люди себя чувствовали так же хорошо, как и в других лучших городах нашей страны. В рамках Дня Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития решил наградить людей разных профессий почетными знаками и грамотами за вклад в развитие макрорегиона. Среди счастливчиков оказался и житель Нерюнгри Александр Врагов, геолог. Кстати, он переехал в нашу республику всего пару лет назад. Я заканчивал геологический факультет, и вот так сложилось, что была очень интересная вакансия в компании, и вот поехал разрабатывать, помогать месторождения. У меня несколько однокурсников, одногруппников как раз-таки из Нерюнгри, поэтому я был там чуть-чуть наслышан, что суровая зима, но при этом просторы и красота природы, то есть все равно очень интересно. За время форума павильоны Дальнего Востока посетило больше 2,5 миллионов человек. И центр притяжения – это, конечно же, Якутия. В нашем павильоне людям нравится его инновационность. Например, на этих панелях можно узнать какую-то информацию, все очень легко и просто, а также сюда тянутся за интерактивом. Например, это Алтан Серге. К нему можно прикоснуться и загадать желание. Мы к вам пришли как домой. У вас таким теплом от вас всех веет. Хочется вас всех обнять и поцеловать. Как будто бы домой, к маме пришли мы, правда. Также в рамках праздничных мероприятий на ВДНХ зажгли огонь семейного очага. Так на выставке «Россия» дали старт 2024 году семьи. Такую инициативу озвучил президент страны. На церемонии Якутию представила чета Федоровых, которые зарегистрировали свой союз также на форуме «Россия». Они отвезут лампаду с пламенем в Якутию. Максим Кардозу, Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Виктор Олесов, Москва. Еще 33 общественных пространства республики облагородят в текущем году по программе формирования комфортной городской среды. На благоустройство всех объектов уйдет 923 миллиона рублей из источников республиканского и федерального уровней. Кроме того, на средства специального казначейского кредита в текущем году завершат работу над 3 общественными пространствами в Якутске: площадью Ленина, набережной озера Сайсара и набережной имени Романа Дмитриева. На этой неделе жители республики столкнулись с проблемами сотовой связи. В городских маршрутных автобусах Якутска возникали затруднения при оплате проезда. Из-за перебоев связи пассажиры не могли оплатить проезд транспортными и банковскими картами. Напомню, мэрия города призывала пассажиров оплачивать проезд наличными. Продолжит тему Даяна Федорова. За последние несколько дней проблемы с перебоями связи взбудоражили всю республику. Проблемы с ведением переписок и чтением новостей в мессенджерах, оплата покупок, в том числе в продуктовых магазинах, банковской картой стала серьезной проблемой для якутян. Однако это не все проблемы, с которыми столкнулись жители и гости столицы. Одно из главных неудобств – оплата проезда в общественном транспорте. Мэрия столицы попросила пассажиров расплачиваться наличными средствами, что взволновало якутян. В основном пассажиры возмущались на грубое отношение водителей городских маршрутов, в том числе к маленьким пассажирам, а также на неравную стоимость проезда наличными и безналичными способами оплаты. Мы обратились за официальным комментарием к руководителю дорожно-транспортной службы.
этот вопрос, конечно, проработаем, этой разницы, да. Возможно, примем решение, что те люди, которые должны были оплачивать картами, они за наличные будут платить не 40 рублей, а как сейчас, допустим, как по банковской карте 36 рублей. Да? Мы, конечно, сейчас уже столкнувшись с этой ситуацией, этот вопрос проработаем, как и моменты возвращения в случае таких моментов со связью, обелечивания пассажиров. Из-за сбоя в работе сети в автобусах не работали терминалы приема безналичной оплаты. Многие пассажиры были не в курсе проблемы и не имели с собой наличных средств. Мы узнали у пассажиров, каким способом они оплачивали за проезд в эти дни. Вчера оплачивала картой, но не работал аппарат. Да. Пришлось наличкой оплатить. А что вам сказал водитель? Вы оплатили за проезд? Наличкой оплатил. Да. Нет, он просто сказал, нет, если не работает, мы же не виноваты, что нету связи с банком. До этого сбербанковской картой оплачивал, сейчас нельзя, сейчас она не принимается в автобусах, сейчас только наличкой. Винили водителей, потому что у них это не работает, поэтому не платили и просто выходили. Но бывали случаи, платили как хоть кто может, а кто не может, тот не платил. Ну, обычно у всех хоть какая-то мелочь бывает. Каждый месяц покупку вот такое беру. Сталкивались с проблемой из-за нерабочих валидаторов? Я лично нет. Для решения проблемы с безналичной оплатой в автобусах дорожно-транспортная служба столицы приняла решение перевести валидаторы с одного оператора сотовой связи на другого. На сегодняшний день сим-карты уже заменили. Полностью на 17-м маршруте переоборудовали все валидаторы на оператора Билайн. Вчера начали закупку, уже закупили 50 порядка сим-карт, значит, для других маршрутов и заказали еще 400 сим-карт, значит, на другие маршруты. Сегодня должны были уже их оборудовать, но связь с Мегафоном по сим-картам оператора Мегафон была восстановлена. Мы решили проверить сами, сможем ли оплатить за проезд безналичным способом. Попробую сначала за оператора оплатить проездным билетом. Проездной оплачен. За себя я попробую оплатить банковской картой. Действительно, валидаторы работают в штатном режиме. Проблема с оплатой проезда устранена. На сегодняшний день на линию вышло порядка 225 единиц техники. Процент исполнения составил около 85% по городским маршрутам, а по пригородным – 100%. Даяна Федорова, Джулстан Иннокентьев, Григорий Охлопков, Якутск. Глава Ленского района начал отчеты перед населением. Первыми в списке стали поселки Северная Нюя, Чамча и Ортон-Нахара. С Александром Черепановым побывала в наслегах группа из 7 человек. После отчета представители власти ответили на вопросы жителей. Отчет главы района начался с села Северная Нюя. Александр Черепанов сообщил жителям, что прошлый год был неплохим. По программе образования, спорт, культура, бюджет исполнен на 90%. По сельскому хозяйству и того больше. Также он добавил, что все заявки, поступающие от поселений, старались тоже удовлетворять. Надо сказать, что с каждым годом финансирование муниципальных образований увеличивается. В прошлом году в части транспортной инфраструктуры у вас долгожданный мост был запущен, что позволяет сегодня бесперебойно добираться, в том числе и нашим жителям из Дорожного, Северной Нюи до административного центра, и также нашим в Мирнинский район, то есть на аэропорт улететь бесперебойно. Другой вопрос, по дороге были вопросы по ремонту, но управление Автодора в этом году они работу продолжат. Отчитываясь, Александр Черепанов сообщил, что в прошлом году оказывалась поддержка участникам СВО и их семьям, расширены меры поддержки педагогов. По итогам прошлого года в Ленском районе практически нет безработицы. Благодаря строительству Новоленской ТЭС предполагается даже нехватка кадров. В основном жители Северной Нюи волновали вопросы медицины. В наследии уже несколько лет нет фельдшера и не работает ФАП. У нас нету ФАПа. У меня недавно брат заболел. Просто на прием попасть нужно было записаться за 2 недели. Пока эти 2 недели прошло, у него так приспичило, что поехал. И сказали, говорит, а что вы так поздно пришли, да? И вот все-таки хотелось, чтобы у нас был медик. Те же уколы поставят. Главный врач рассказала, что сегодня идет обучение 12 фельдшеров. И как только студенты получат дипломы, в Северную Нюю будет направлен специалист. А ФАП отремонтируют за счет районной программы. В Ортонахаринском наследии население задавало в основном вопросы по сельскому хозяйству. Люди очень довольны работой администрации нашего Ленского района.
Ленский район, администрация всегда идет на поддержку. Это выделение 2 тракторов и помощи приобретения сельхозоборудования. В этом году первым траншем в бюджет Артенгагаринского наследия поступила колоссальная сумма – 44 миллиона рублей. 25 миллионов пойдет на устройство летних водопроводов, часть на благоустройство сел, ремонт здания клуба и приобретение музыкального оборудования. Жители Чимчи остались довольны отчетом главы. Александр Черепанов ответил на вопросы каждого. Отчет прошел очень замечательно. Замечательно. И комиссия, и все сельхоз, социальные вопросы, эти все вопросы подняли и хорошо решили. В этом году несколько хороших новостей для сельчан. Начнется строительство общественных центров, будет усилена транспортная доступность, увеличится число автобусных рейсов до районного центра. Также будет решен вопрос сообщения до города Мирный. Отчеты главы района продолжаются до 31 января. На этой неделе он посетит Бичинчинский, Ярославский, Талонский наследие, а также поселки Витим и Пеледуй. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В республике стартует проект «Работающие кадры Якутии», реализуемый в рамках задачи, поставленной главой региона Айсеном Николаевым по повышению благосостояния населения и обеспечению высококвалифицированными кадрами растущей экономики региона. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Основой нового проекта, рассчитанного на значительное расширение направлений, станут позитивные результаты проекта «Местные кадры в промышленность». Напомним, что в результате действия проекта, в частности в компании «Алмаза Анабара» группы «Алроса», на сегодняшний день 97% сотрудников являются местными жителями. Для их поддержки предприятия организовывают прохождение обучения без отрыва от производства. Я пришел в «Алмаз Анабар» в 2021 году. До этого работал в разных сферах. Устроила все условия труда. Заработная плата. Мне очень импонирует, что в последнее время переходит очень много молодежи. Здесь созданы все условия для того, чтобы простой сельский парень, желающий работать, связать свою жизнь в будущем, по промышленности. Обеспечить рабочими местами с достойной зарплатой – главная цель государственной программы. В ее рамках компания «ЕТЭК» в прошлом году привлекла 50 человек. В их числе 5 специалистов из разных субъектов России. Среди них и Алексей Казмин, которому компания поспособствовала в полном переезде семьи на новое место. Благодаря команде ПАО «ЕТЭК» и государственной поддержке был организован переезд меня с семьей из города Тюмени. Главным преимуществом данной программы является обеспечение жильем, достойная заработная плата с северными надбавками 80%, компенсация переезда, оплата авиабилетов. Реализация программы «Местные кадры в промышленность» и повышение мобильности трудовых ресурсов имеет значительные положительные результаты. В нашей компании мы видим рост производственных показателей, улучшение качества работы и удовлетворенность наших сотрудников. Государственным комитетом республики по занятости населения планируются выезды рабочих групп в районы республики для информирования граждан о вакансиях. В группу будут входить представители министерств, ведомств, ну и, конечно, будут кадровые специалисты работодателей, которые будут общаться вживую с гражданами. Активное развитие экономики и открытие новых рабочих мест в Якутии открывает новые потребности в квалифицированных кадрах, которых сейчас не хватает. Для решения проблемы необходимо готовить инженеров и технических специалистов, развивать профориентацию школьников. В целом, это является одной из основных задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. В современных реалиях устранение дисбаланса на рынке труда, а также обеспечение соответствия кадрового предложения спроса на рабочую силу станет возможным благодаря участию всех сторон процесса – бизнеса и органов власти. Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Жилостан Иннокентьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшого перерыва. Оставайтесь на нашем канале. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем.
За прошедшие 5 лет в здравоохранении Мирнинского района произошли значительные изменения. Перемены к лучшему, как и во всей стране, обусловлены реализацией национального проекта здравоохранения. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения за последние годы были оснащены оборудованием поликлиники, врачебной амбулатории и фельдшерские пункты. Только за последние годы закуплено и установлено новое современное оборудование. Это цифровые рентгенаппараты, маммограф, флюорограф и аппараты УЗИ. В нашей больнице были получены новый маммографический аппарат цифровой, тоже фирмы МТЛ, является цифровым маммодозовым аппаратом. Был получен рентгенаппарат «Электрон» цифровой, он установлен в стационаре на 3 рабочих места. На нем проводится также рентгеноскопия желудка и пищевода. Из УЗИ аппаратов у нас были в этом году получены 2 новых аппарата фирмы Philips экспертного класса. Один аппарат у нас установлен в поликлинике для исследования поликлинических больных и один аппарат в стационаре. Республиканский СПИД-центр возобновил терапию пациентов с хроническими вирусными гепатитами в условиях дневного стационара. Лечение проходит по таким категориям гепатита, как С, Б и Дельта. С прошлой недели начато лечение первых пациентов с гепатитом Б и с дельта-агентом. В этом году планируется лечение более 140 пациентов. С целью повышения качества и доступности оказываемой медицинской помощи расширен спектр услуг, проводятся телемедицинские консультации со специалистами арктической группы районов. По итогам 2022 года мы пролечили больше 900 больных. И эту работу проводим совместно с Министерством здравоохранения, с территориальным фондом, также медицинским институтом с кафедрой внутренних болезней и с курсом инфекционных болезней. Спектр услуг в связи с тем, что все-таки медицина не стоит на месте, мы расширяем курс оказываемых нами услуг. В Нижнем Бестяхе дан старт финалу республиканского методического триатлона молодых педагогов среднего профобразования под названием «Педагогические Альпы». Конкурс проходит на базе транспортного техникума имени Брызгалова, родине метатриатлона, а также в учреждении, команда которого в прошлом году заняла 1-е место. Покорить вершину в этом году собрались 10 команд. Финалисты отобраны по итогам отдельного этапа, а всего для участия в конкурсе было подано 25 заявок. Команда, состоящая из 4 человек, решила принять участие в данном мероприятии «Педагогические Альпы». Сами моя команда и я, мы участвуем впервые. Считаем, что подобные мероприятия для молодых преподавателей вроде меня, они очень полезны. Они позволяют нам поделиться друг с другом опытом, перенять какие-то новые разработки. Это не только уроки, но еще не классные мероприятия. Получить опыт в управленческой деятельности в колледже. И в целом познакомиться друг с другом, встретить старых знакомых. В Якутии официально завершился год труда и стартовал год детства. Благодаря труду профессионалов, трудовых династий и организаций республика достигла значительного прогресса, а также сохраняет устойчивые темпы роста во многих сферах. Впереди много задач, планов и мероприятий, рассказывает Даяна Федорова. Семья – это любовь, понимание и терпение. Якутия является единственным из регионов Дальнего Востока, где отмечается стабильный рост рождаемости. Семья Ксенофонтовых из Хангаласского района. В их большой семье 9 детей. Из них 6 мальчишек и 3 девочек. Мы очень рады, что наш президент Владимир Владимирович Путин в этот год объявил годом семьи. Это для нас очень важно, так как у нас большая семья, и мы очень этим и гордимся. В этом году в нашей республике также объявлен год детства, и то, что нас тоже очень радует. В каждой семье каждый ребенок должен быть счастлив. В Якутии множество трудовых династий, в том числе врачей, учителей и инженеров. Благодаря семье с самого детства формируется отношение к труду, преданность выбранной профессии, которая передается из поколения в поколение. В текущий год будет уделено особое внимание поддержке и развитию семейных ценностей, а также укреплению института семьи.
Весь год будет наполнен мероприятий, направлено на, как я сказала, уже укрепление семейных ценностей, а также на дальнейшее совершенствование системы мер социальной поддержки семей с детьми. И вот буквально вчера указом президента страны принят совершенно новый указ о социальной поддержке многодетной семьи в Российской Федерации, который установил уже теперь единый статус многодетной семьи в целом по стране. Залог успешного развития республики и всей страны – это счастливые и крепкие семьи. Укрепление здоровья матерей, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях и поддержка многодетных семей стали ключевыми задачами 2024 года. Таяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Завершилось ежегодное январское совещание педагогов. Основной задачей череды мероприятий стало обсуждение и разработка дальнейшего плана повышения уровня образования согласно недавнему указу Айсена Николаева. Глава республики сообщил, что надбавки молодым специалистам с педагогическим стажем до 3 лет будут увеличены с 5 до 75%. Подробности в сюжете Марины Захаровой. В указе о развитии единой системы образования Республики Саха-Якутия до 2030 года Айсен Николаев определил основные направления развития образования. Январское совещание этого года как раз направлено на то, чтобы специалисты всех направлений общими усилиями разработали определенные стратегии, чтобы воплотить их в жизнь. Очень важно сейчас перестраивать систему, меняя не только подходы и методы, но, на самом деле говоря, и смыслы, и мышление. Нам надо всем работать так, чтобы система образования не только отвечала текущим запросам нашего общества, а была реальным двигателем экономического роста и цивилизационного развития. На январское совещание были приглашены эксперты из других регионов страны. Они поделились с местными специалистами своими методами и разработками. Также они отметили, что местные проекты прогрессивные и разносторонние. Я была очень удивлена тем, что люди-профессионалы занимаются именно сферой образования, занимаются вопросами питания. Я есть тот, что я ем. Но вопросы питания здесь настолько качественно поставлены, настолько очень, знаете, остро стоят вопросы. Вообще все направления, которые на сегодняшний день рассматриваются в Якутии, действительно являются трендовыми. Одной из важнейших целей сферы образования – поспособствовать раскрытию потенциала и талантов у детей. На территории как страны, так и республики действует несколько мер поддержки в части образования. Мы рады, что наряду с теми проектами, которые реализуются на федеральном уровне, национальные проекты, есть большая поддержка на региональном уровне. Это и получение первых профессий, это и поддержка детей из многодетных семей, которые поступают в средние учреждения среднего профессионального образования. Январское совещание также позволило многим школьникам рассказать о своих проектах. На специальной выставке были представлены различные наработки во многих сферах, от искусства до природоохранной деятельности. На нашей Якутии расположено огромное количество разных водоемов. Человек не может попросту взять и изучить каждое по отдельности. И поэтому мы на данном этапе развития выбрали наиболее оптимальный вариант изучения, то есть это спектроскопия в органическом веществе, растворенной в воде как раз таки, которая может говорить о наличии разных веществ или опасностей. В последние годы проведена немалая работа в сфере образования. Из наиболее значимых результатов можно отметить развитие системы непрерывного повышения профмастерства педагогов, цифровизацию образовательных учреждений, создание Малой академии наук, Центра международного уровня, а также внедрение новых практик в обучении. Марина Захарова, Григорий Хлопков, Якутск. На этой неделе в России отметили День студента. Так, в Нерюнгринскую библиотеку были приглашены студенты местных колледжей. Татьянин день в библиотеке позволил гостям блеснуть интеллектом, выплеснуть творческую энергию и просто отдохнуть. Подробнее о празднике расскажут наши коллеги. Современные студенты и библиотеки. Совместимы ли эти понятия? Зачем туда ходить, если в интернете можно найти практически любую литературу по любому интересующему тебя вопросу? Однако в сети сейчас столько информации, что выбрать нужную и достоверную порой очень сложно. А в библиотеке находится более качественная литература. Здесь можно найти и самые редкие экземпляры книг, которых порой просто нет на просторах сети. У нас посещение же и онлайн есть, и у нас электронные услуги. Поэтому несколько сместилось. Раньше у нас, конечно, была категория ученичества, а студенчество самая основная. В связи с тем, что сегодня существует интернет,
они многие уже заменяют библиотеку интернетом и там почерпывают свои знания. Но тем не менее студенты к нам приходят с удовольствием. Они пишут рефераты, они соприкасаются именно непосредственно с книгами. Тем более сегодня у нас с вами есть такие возможности, как доступ к президентской библиотеке Ельцина в Санкт-Петербурге. Приходите к нам, садитесь, и любой документ, который вы хотите, вы можете открыть и почитать. Особенно, конечно, это касается государственности и истории российской. Но сегодня студенты пришли в библиотеку не для написания научного доклада или курсовой. Они пришли сюда отдохнуть и отпраздновать День студента. Но даже приходя сюда на праздник, ты не уйдешь без новых знаний. Так сегодня студенты узнали, как праздновали этот день в России и за рубежом, почему он имеет второе название «Татьянин день» и другие интересные факты. Но обычно на мероприятия приходим всегда. Очень нравится ходить, да. Были разные мероприятия и в прошлом году, и вот в этом сейчас начинаются мероприятия, все ходим. Я в основном хожу от общежития, но также вот пришла от курса своего. В День студента гости библиотеки приняли активное участие в конкурсах, выполняли интересные задания, где проверяли свою смекалку, внимательность и эрудицию. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В этом году вся страна отмечает знаменательную дату – 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда и Международный день памяти жертв Холокоста. В Доме дружбы народов представлена выставка, освещающая тяжелые, но в то же время воодушевляющие страницы истории. Екатерина Павлова, внучка героя Великой Отечественной войны Владимира Самсонова, на выставке «Мой дедушка-герой» представила его медали, награды и личные письма. Кроме этого, развернулась книжная выставка Краеведческой библиотеки памяти жертв Холокоста. Библиотека представила ценную литературу, в том числе по которой сняты знаменитые фильмы, такие как «Мальчик в полосатой пижаме», «Список Шиндлера» и «Собибор». Сам Владимир Парфенич, мой дядя Вова, рассказывал такие вещи, вот как они переходили Ладожское озеро. Ладожское озеро переходили, говорит, рядом идут машины и гуськом идут люди. У нас приказ не останавливаться. Во что бы то ни стало перейти озеро, перейти по льду. Вокруг взрывы, вокруг стреляют. Впереди человек падает, сзади человек падает. Перешагиваешь, идешь дальше. В музее «Россия. Моя история» открылась выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда». Экспозиция рассказывает о малоизвестных фактах и личностях тех дней. Кроме Якутска, выставку увидят и жители 20 крупных городов, где расположены музейные комплексы. В настоящее время в республике проживают 13 участников тех событий, 9 из которых в Якутске. Ежегодно по указу президента Владимира Путина оказывается адресная поддержка участникам и детям блокадного Ленинграда. Кроме этого, ведется работа и по увековечению памяти. Ассоциация наша, могу добавить, работает по увековечению как раз таких блокадников. Например, у нас в республике 2 тома книги «Память» вышла. В них почти все блокадники, все спецпереселенцы вошли. Итого у нас там вошло 7500 человек в 2 томах книги. В Якутск прибыл огонь семейного очага «Сердце России». В торжественной обстановке молодожены Владислав и Жанна Федоровы передали лампаду заместителю правительства Якутии и представителям ЗАГСа Якутска. Как прошла встреча огня и где разместили лампаду, смотрите в следующем сюжете. Супружеская пара Владислав и Жанна Федоровы сочетали себя узами брака 12 ноября на выставке в форуме «Россия» в Москве. Чета стала одной из первых, кому выпала такая честь, и тем самым открыв череду свадеб с национальным колоритом. Уже 23 января они стали одной из 13 семей, которых выбрали для зажжения и передачи огня семейного очага в свои регионы. Сотрудники ВДНХ и, в частности, Анастасия Звягина, зам генерального директора ВДНХ, отобрали нас первыми. Мы выступали первые, мы всегда были первые. Так что мы очень горды, что нашу республику так ценят, относятся с трепетом и со всей теплотой.
Огонь для лампад зажгли в Свято-Троицком монастыре в Муроме. Место было выбрано не случайно, ведь город считается родиной святых Петра и Февронии, чей праздник в России отмечают 8 июля. Кроме Якутии, лампады с огнем отправились в Москву, Крым, Кузбасс, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан, Северную Осетию-Аланию, Волгоградскую область, Коми, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Далее огонь семейного очага распространят по всем регионам России. Именно нашей республике, учитывая все ее достижения в плане демографии, здравоохранения, развития социальной сферы, поддержки многодетности, семьи, традиционных ценностей, нам поручена особая миссия вот этот священный огонь довести до всех территорий нашего большого Дальневосточного федерального округа. После торжественной встречи огонь семейного очага отправился в ЗАГС столицы. Лампаду ожидали сотрудницы учреждения, после чего в их сопровождении очаг разместили в зале торжественной регистрации брака. Наша семья разожгла вот этот факел, а потом факел раздали по лампадам, которые мы сегодня встретили в нашей республике Саха-Якутия. Вот этот огонь, который символизирует год семьи в нашей стране. Форум «Родные и любимые» открыл год семьи. 2024 год указом Владимира Путина был объявлен годом семьи. Организаторы планируют участие свыше 1000 человек. Во время форума проведут творческие встречи, конкурс семейных династий и многое другое. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Якутск. В Доме дружбы народов имени Кулаковского прошло закрытие 7-й республиканской выставки авторских кукол «Бал Снежной долины». Ежегодное мероприятие собирает лучших мастеров со всей республики. В этом году выставка была посвящена 75-летию художника, модельера, дизайнера, заслуженного работника культуры республики Августины Филипповой и приняла свыше 50 работ из 17 муниципальных образований. Конкурс у нас шел по 5 номинациям. Это куклы в национальных зимних костюмах, сувенирная кукла, флора и фауна и, конечно, куклы по эскизам известного модельера Августины Филипповой и приз зрительских симпатий. Но самые итоги мы уже подвели. Далее о спорте. Эстафета флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья» прибыла в Якутск из Владивостока. Игры пройдут с 18 по 23 февраля в городах Приморского края. В играх примут участие более 1000 юных спортсменов из 30 муниципальных образований Дальнего Востока. Также свои команды представят 5 стран-участниц, в их числе Северная Корея и Китай. Из Якутии примут участие 28 спортсменов. В программу включили 8 зимних видов спорта – лыжные гонки, сноуборд, шорт-трек, фигурное катание и многое другое. Отмечу, продолжительность эстафеты составит более 40 тысяч километров. Мероприятие проводится при поддержке аппарата президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе. Наша команда в составе 28 спортсменов, у нас тренера и руководитель команды. В общей сложности 37 будет участников. Также мы будем принимать участие по 6 видам спорта. Это у нас хоккей, шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки и биатлон. Сегодня наша команда готовится к этим играм. Ну а в спортивном комплексе «50 лет Победы» завершились финальные встречи регионального этапа общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В этом сезоне в соревнованиях приняло участие 293 игрока из 27 команд. Основная цель проекта – обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности, укрепление здоровья детей за счет целенаправленного внедрения мини-футбола во внеучебную деятельность. Так, победителями стали спортсмены из Нюрбинской школы, городской классической гимназии Якутска, а также столичной школы номер 10. Этот проект «Мини-футбол в школу» проводится уже где-то 14 лет. И Республика Саха-Якутия ежегодно участвует, победители выезжают регионального этапа, выезжают на межрегиональный этап. А так эти соревнования проводятся в 4 этапа: муниципальный, региональный, межрегиональный и окончательный всероссийский финальный этап.
Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.